Всем привет, уважаемые зрители канала Саулык Лайф. Меня зовут Байгужа Аблайхан, я врач-уролог-андролог. И сегодня темой нашего обсуждения станут заболевания, передающиеся половым путем. Заболевания, передающиеся половым путем, или венерические заболевания, очень важная тема. Почему? Потому что сейчас появилась какая-то недооценка этих самых заболеваний. То есть у молодых людей сложилось представление, что любую инфекцию, которую можно получить при половом акте, можно спокойно пролечить, и никаких последствий от этого не будет. На самом деле это недооценка возможных последствий. То есть необходимо знать свой статус инфицированности, необходимо решать эти вопросы вовремя и у грамотного специалиста. Потому что есть некоторые заболевания, при которых при несвоевременной диагностике которых, при неправильном лечении которых это может привести к необходимости проведения оперативного вмешательства. Немного скучной, но ужасающей статистики. То есть каждый день в мире происходит более 1 миллиона случаев заражения излечимыми инфекциями, передающимися половым путем, большинство из которых протекает без симптомов. То есть видите, какая проблема существует. То есть вы можете быть инфицированы, но даже не знать об этом, подвергнуть опасности не только себя, но и своего постоянного полового партнера. В 2020 году произошло более 374 миллионов новых случаев заражения людей в возрасте от 15 до 49 лет одной из 4 излечимых ИПП. Это хламидия, гонорея, сифилис или трихомониаз. В 2022 году сифилисом заразились 8 миллионов взрослых в возрасте от 15 до 49 лет. Количество лиц с генитальной инфекцией вируса простого герпеса оценивается на уровне свыше 500 миллионов человек в возрасте от 15 до 49 лет. И каждый год в результате инфицирования вирусом папиллома человека, о котором мы говорили в прошлой лекции, происходит более 311 тысяч случаев смерти от рака шейки матки. В 2022 году более 1 миллиона беременных женщин были инфицированы сифилисом, и это привело более чем 300 тысячам случаев неблагоприятного исхода родов. То есть сифилис может привести к неблагоприятному исходу родов. Немного нашей казахстанской статистики, но я не думаю, что она достоверная, потому что у нас в принципе страдает статистическая обработка. И также есть такая проблема, что со своей инфекцией человек не пойдет в государственное учреждение, обычно они идут в частные клиники, где нет контроля, то есть где этот случай не фиксируется, где не проходят пациенты, не всегда проходят контрольное обследование и так далее. Что касается симптомов и диагностики. Симптомы инфекции, передающиеся половым путем, обычно не заставляют себя долго ждать. Это какие-то выделения из мочеиспускательного канала. Они могут быть разными, от слизистых до гнойных. Это может быть зуд, жжение, боль по ходу мочеиспускательного канала, боль в половых органах, промежности, над лобком. Это могут быть высыпания, это могут быть образования на коже половых органов и вокруг, а также какие-то нарушения мочеиспускания. После появления таких симптомов мы сталкиваемся с такой проблемой, как страх перед диагностикой. То есть раньше было такое представление, что если вы подозреваете у себя инфекцию, передающуюся половым путем, обращаетесь к урологу, и уролог непременно берет у вас мазок из мочеиспускательного канала, то есть вводит какую-то очень твердую, грубую, острую щетку в ваш мочеиспускательный канал, после которой вам трудно помочиться в течение 1 или нескольких дней. Да, действительно, такой метод существует до сих пор, используется, но этого всего можно очень легко избежать. Как это сделать? То есть собрать утреннюю первую порцию мочи в стерильную банку и отнести ее в любую доступную лабораторию, где проведут ПЦР-исследование мочи. То есть научно доказано, что по диагностической ценности ПЦР-исследование мочи не уступает исследованию мазка из уретры.
Если говорить о диагностике таких заболеваний, как ВИЧ, гепатиты, сифилис, герпес, то здесь достаточно провести анализ крови из вены. Здесь важно обговорить сроки сдачи. То есть, если у вас произошел незащищенный половой акт, нет смысла в течение первых нескольких дней сразу бежать и сдавать эти анализы. Тут надо помнить о таком понятии, как инкубационный период, то есть когда есть еще окно и есть вероятность не выявить эту инфекцию в крови. То есть оптимальный срок сдачи – это через 2-3 месяца после незащищенного полового акта. Как я уже говорил, многие инфекции протекают бессимптомно, поэтому очень важно регулярно проходить диагностику, если вы ведете беспорядочную половую жизнь, знать о своем статусе инфицированности, чтобы не подвергать опасности своих половых партнеров. Как я уже говорил в прошлой лекции и в этой, инфекции опасны. Например, самый простой вроде вирус папилломы человека, которым страдает большинство населения нашей планеты, в своем исходе у женщины может привести к развитию рака шейки матки. Вот. Теперь конкретно по инфекциям. ВИЧ, вирус иммунодефицита человека, это вирус, который в своем исходе может привести к СПИД, то есть синдрому приобретенного иммунодефицита. СПИД – это такое состояние, при котором иммунитет человека не может справиться не может защитить вас от любой, даже самой банальной инфекции. Прошу прощения, техническая заминка. В общем, синдром приобретенного иммунодефицита человека – это такое состояние, при котором ваш иммунитет не может защитить вас от любой банальной инфекции, будь то простуда, пневмония. Человек может умереть от этой самой простуды или пневмонии. Поэтому правильно здесь говорить, что убивает не ВИЧ, убивают инфекции, убивают какие-то онкологические заболевания, которые могут с легкостью развиться на фоне ВИЧ. К сожалению, ВИЧ заболевание неизлечимое, но при своевременной диагностике, при вовремя начатом лечении можно значительно увеличить продолжительность жизни, причем речь идет о жизни на высоком уровне, отсрочить развитие этого самого синдрома СПИД. Даже можно дать здоровое потомство. Диагностика простая, через анализ крови. Заразиться можно не только при половом акте, но и при использовании нестерильных медицинских инструментов и при уколе от иглы наркоманов, например. Сифилис. Сифилис существует первичный, вторичный, третичный. Самый распространенный это первичный сифилис. Как он проявляется? В месте проникновения возбудителя появляется шанкар, так называемая язва, которая может не вызывать болезненности, но при этом она будет очень долго, очень плохо заживать. Возбудитель сифилиса очень контагиозный, то есть очень легко передается, и можно заразиться не только при половом акте, а также при, допустим, использовании общего полотенца. Существует еще вторичный и третичный сифилис, это уже когда проявляются высыпаниями по всей коже. Третичный сифилис – это те самые картинки, которые вы видели в интернете с отваливающимися частями лица. Но это происходит тогда, когда первичный сифилис не диагностируется вовремя и не лечится. То есть если вовремя это все обнаружить и начать лечить, то речи о вторичном и третичном сифилисе можно избежать. Можно избежать всех этих страшных последствий. Сифилис очень опасен также для беременных. Он влияет на развитие плода, и ребенок рождается с рожденными патологиями. Диагностика также очень простая, это какой-то анализ крови. Вирусные гепатиты А, Б и С. Вирусные гепатиты опасны тем, что они приводят к циррозу печени. Затем они могут привести к раку печени.
Легко заразиться не только половым путем, но и через иглы, через жидкости. Диагностика также очень простая, это анализ крови. И если буквально в прошлом десятилетии гепатиты были очень страшными заболеваниями, которые не лечились, которые были трудно контролируемы, то сейчас можно сказать, что эти заболевания полностью излечимы, можно ввести возбудитель в глубокую ремиссию и полностью забыть о страшных последствиях этого заболевания. Следующая инфекция – это гонорея. Диагностика гонореи очень проста, ее обнаружить очень легко. Вам даже не надо будет думать, есть ли она у вас или нет. При гонорее всегда появляются гнойные выделения из мочеиспускательного канала. Гнойные выделения – это мутная, зеленоватая жидкость со специфическим запахом. Если у вас появились такие симптомы, не дай бог, надо обратиться к урологу, сдать анализы ПЦР мочи или ПЦР мазка из уретры, о которых я говорил до этого, и начать лечение. Гонорея – это очень опасное заболевание. Она может привести к такому заболеванию, как структура уретры. Это необратимое сужение мочеиспускательного канала, которое не лечится лекарственными препаратами. Для решения этой проблемы необходимо прибегнуть к реконструктивной операции. И то не факт, что она будет успешной, и это не гарантирует отсутствие дальнейших рецидивов. Вот. Хламидиоз. Хламидиоз также инфекция, передающаяся половым путем. Протекает она, как и любая другая инфекция, может проявляться выделениями, но в отличие от гонореи, выделения здесь слизистые, то есть прозрачные, не имеют такого специфического запаха. Может быть жжение, зуд на кончике полового члена, могут быть неприятные ощущения при мочеиспускании, могут быть выделения, о которых я говорил. Диагностика также очень простая, это ПЦР-исследование либо первой утренней порции мочи, либо ПЦР-исследование мазка из уретры. Очень просто лечится антибактериальными препаратами. Опасность хламидии в том, что она может привести к бесплодию у мужчин. Вирус папилломы человека опасен тем, что может вызывать у мужчин рак полового члена, а у женщин рак шейки матки. Проявляется он наличием папиллом в области гениталий. Диагностика очень простая, это анализ крови. Анализ крови покажет, какой вид ВПЧ у вас есть, потому что не все ВПЧ приводят к тем страшным последствиям, о которых я говорил. Есть самые опасные виды вируса папилломы человека, это 16-18 подтип. Это тип высокого онкогенного риска. Лечится все индивидуально в зависимости от выраженности симптомов. В некоторых случаях его можно не лечить, оно может пройти само. То есть если вести здоровый образ жизни, укреплять свой иммунитет, можно снизить активность вируса папилломы человека до минимума и не переживать о последствиях. Уреаплазмоз – излечимое заболевание, излечимая инфекция, передающаяся половым путем, проявляется зудом, жжением при мочеиспускании, выделений члена обычно нету, но если и бывают, могут быть незначительные слизистые. У женщин она может привести к преждевременным родам. Лечить иногда нужно, иногда нет, в зависимости от типа уреаплазмы. Это все тоже подбирается, лечение подбирается индивидуально. Герпес. Есть два вида герпеса. Герпес первого типа, герпес второго типа. Проявляется высыпаниями, примерно вы представляете, какими, в виде пузырьков с жидкостью. Диагностируется либо по анализу крови, либо по анализу мазка. И так же, как с вирусом папилломы, оно может быть активным, можно за счет укрепления иммунитета, за счет здорового образа жизни снизить активность герпес-вирусной инфекции. А если она, то есть если симптомы этой самой инфекции очень сильно беспокоят, тогда прибегают уже к лечению. То есть подбираются препараты для лечения этого вируса. И трихомониаз. Трихомониаз – это тоже излечимая инфекция, передающаяся половым путем. Часто она протекает бессимптомно, часто
проходит сама. Если симптомы будут, то они обычно не выраженные, могут быть незначительные рези при мочеиспускании, какие-то выделения слизистые. И диагностика также очень простая. Это либо ПЦР-исследование мочи, либо ПЦР-исследование мазка из уретр. И лечится так же, как и многие другие инфекции, передающиеся половым путем, антибактериальными препаратами. Иногда одним, иногда комбинацией, иногда однократным приемом, а иногда каким-то курсом лечения. Поэтому вовремя проходите диагностику, обращайтесь к грамотным специалистам, чтобы вам подбирали лечение. И помните, что основное лечение инфекций, передающихся половым путем, это антибиотики. То есть, если вам предлагают что-то залить, что-то поддержать в вашем мочеиспускательном канале, то настоятельно вам рекомендую получить мнение другого специалиста. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задать их мне в комментариях. В принципе, вопросов нет. Спасибо за внимание. Надеюсь, был для вас полезным.